Там, где мы сейчас сидим, будет море, Эштерем. Я слышала, что в Верховье хотят строить вот такое же водохранилище, как вот здесь в Чахуле. Нельзя ни в коем случае до Верховья допускать ни одного человека, который бы убивал наш живой святой Енисей. Нельзя. Это безнравственно. İzin sağ olsun mu? Ya bize Я рос и возмужал в Чахольской долине, которая ныне вода Саяно-Щучинского водохранилища уже затопила. И от имени затопленных сел Урбюна, Старого Чахоля, Каратала я имею, наверное, право передать ту горечь жителей этих сел. Это наша Тулухемская долина, это родина древней культуры тувинцев. И под слоем воды уйдет тысячелетняя культура, созданная нашими предками. Это уму непостижимо. И, дорогие земляки, и потери еще будут. Талығырдан сұрандыңнан ордан башқа талайны мен қарам білі көрмеймін. Я море своими глазами не видел. Издалека только слышал, что есть моря. А эту зеленую лужу морем называют. А я не вижу, почему она не ревет. Я не вижу волн. Разве это море? Хранилище оказывает влияние практически на все компоненты природы. Здесь меня мать на руках носила. Здесь я впервые девушку обнял. А сегодня мою колыбель, милую колыбель, Чахоль, вижу и не вижу. Курганы исчезли, пастбища, стойбища исчезли, тувинские древние, кочевать негде стало.
Но мы потеряли не просто землю в этой зоне затопления, а потеряли своеобразную культуру древнюю, своего рода микрокосм, который исчез с лица земли. Утрачены традиции, предания. И потомки навряд ли нас похвалят за этот потоп. 자, 뭐 허리 수다 들어간 제리스타 수가 다 이제 그러네 그거. Надо бы куда музеи. И все наши работы, весь регион наших исследований, это был именно там, где работал Александр Данилович. То есть можно точно сказать, что наша экспедиция проходила по следам врача. Около поселка Чахоль мы работали на зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. Здесь мы исследовали 4 могильника. 3 могильника, они относятся к эпохе Хунно, то есть это настоящие могильники Хунно. Они находятся 2 в зоне Чахольского залива и 1 напротив поселка Илихе, могильник Хаяужу, который мы обследовали и нашли благодаря музею, как раз который нас попросил обследовать это место. Салаты, так называется, небольшая гора, как раз пестрая скала, вокруг которой сконцентрированы могильники различных исторических эпох. Наша цель был могильник Алатей-1, памятник эпохи Хунну, 1 век до нашей эры, и Алатей-2, второй могильник, который относится к более позднему времени, эпохе позднего Средневековья, X-XI веку. 14 новых могильных пятен, кроме тех 86, что было найдено на предыдущие годы. Комплекс захоронений, который мы можем отнести к какой-то одной семье, видимо, которая здесь проживала, потом захоронила своих умерших. Для них было первое, тоже уникальное. В нем был укрепленный богатый пояс с бронзовыми пряжками Хунну, типичными пряжками, в данном случае кусающаяся лошадь. Удалось сохранить полностью этот пояс, то есть последовательность нанизывания этих пряжек и так далее. Немножко даже золото мы нашли на груди, какой-то был, видимо, амулет или какая-то украшенная таким золотой накладкой. Интересным погребение 27-е женское захоронение, у которого был мешочек кожаный, в котором лежало веретено, то есть это, видимо, какая-то была ткачиха, костяной гребень и так далее. Это, посмотрите, какое удивительное произведение искусства, небольшая костяная пряжка, на которой какой-то интересный орнамент, который еще предстоит нам расшифровать. В могильнике скифского времени мы раскапывали склепы позднескифского времени на могильнике Аты, Калаты. А также этот интереснейший памятник Черегдаш, который, конечно, очень хочется исследовать, но это очень сложные условия, потому что это каньон Енисей, и вода первой начинает подступать сюда. И уже через 10 дней после начала работы на этом памятнике вода уже подступила, то есть сам могильник находится на высокой террасе, его можно копать хоть круглый год, но вода, она подступает, и к нему подъезда нет только на моторной лодке, которой у нас, к сожалению, нет. Вот этот памятник вы видите, он на высокой террасе, размываются очень компактные такие захоронения, вот так он выглядит. Они относятся к скифскому времени, где-то примерно, наверное, 5-4 веку до нашей эры. Захоронение в срубах. Вот видите, здесь мы с вами видим, одно бревно сруба осталось. Он рушится, прибойная волна обрушает берег, он рушится и все падает вниз. Весь берег засыпан костями человека, различными предметами. И здесь мы увидим, что осталось вообще одно бревно только от этого сруба и больше ничего. Сверху были впускные захоронения детские и одно более позднего времени. Не успел обрушиться, обрушился только один венец. И у нас, когда мы подъехали, из берега торчал человеческий череп и керамический сосуд. Мы стали расчищать, тоже очень сложная методика, потому что сам курган сполз вниз, надо было разобрать курганную сползшую насыпь, траншеями мы врезались в этот берег,
Надо сказать, что там еще как бы немножко сохраняется мерзлота, потому что там достаточно вода концентрируется, но были интересные находки, были найдены наконечники стрел, вот костяной наконечник стрелы, вот, на котором была надета свистулька такая вот знаменитая, да, которая вот известна потом в эпоху Хунну. Железные кинжалы, великолепный железный нож, бронзовые кинжалы, бронзовый нож с изображением волка и керамические сосуды, характерные для позднескифского времени. На высоком берегу его подмывает прибойная волна. И сейчас вы увидите, как выглядят эти захоронения. Вот посмотрите, вот захоронение обрезано буквально. Вот, видите, и в срезе мы видим черепа лошадей и так далее. Ну вот так выглядят эти. Ну и интересно было, конечно, мы проводили там разведки еще в прошлом году. И интереснейший памятник городище Бажен-Алак, который, видимо, хотелось бы раскопать, в котором находятся хозяйственные постройки, видны улицы, даже вот с квадрокоптера, вот эту фотографию даже этого года мы видим. Насколько это интересно было бы исследовать. Тем более, что предыдущими археологами здесь были обнаружены материалы тоже эпохи Хунну. Так и выглядел наш вот лагерь, в котором мы находились. Это наши замечательные волонтеры, которые нам помогали в нашей работе. Ну и так выглядел наш могильник, когда мы уезжали, то есть 15 июля. Теперь сюда перекочевали. А на будущий год где пастбище искать? Да и сами не знаем, где пасти будем. Вода-то уже к тому времени до Хайракана дойдет, а может и до Шинди. Вот и не знаем, что делать. Неважные дела. Совсем плохие дела. Неужели мальчик лежит 2500 лет? Погребенный был молодым юношей лет 16-17. Очевидно, он принимал участие в каком-то военном походе и был убит. Вот у них вот, когда человека хоронили, наверное, у них обычай положили вот в позе спящего. Да, в позе спящего или внутриутробного плода, так как смерть рассматривалась как перерождение и рождение в другом мире также. Вот. С 26 или с 23 апреля. Апреля, да? Да. Ага. Все забито. А что там на дне? Осадок еще? Осадок и вон ржавчина или сульфоуголь вон. 처음에는 뭐 호샤나는 호라는 거다. 잘하는데 뭐 양말 때문에 이제 그러면 양말을 이제 이렇게 어머니한테 절단을 빌려서 좀 그다는 것들은 Сульфугал дээргам исүсгнө жорд дээдстэн үнгéштэн ама фильтр оптурар үгэ Йоо фильтр дэдэн аштаптра фильтр дэдэн аштаптра фильтр апрель эсэстөрөлеген отрый анрелерге баран претензияны биже шоткан станам колоно инеда узле шагнаның ва шаразында неде туран жерде оважын жада ойнары да өрөт киргенде жок мындай кебе
Babacığında farini. Ben bu. Aynı jutta turun bu. Sayın uşun secde jutta turun. Secde nadı tam. Ana. Babacığında sana. Çıtakçı ondan mı? Zaha maciri. Kanjaldır botlardan aldılar. Ostardan fatiradan veren şey. Ostarama botları ki arasılı remonda tutar o da. Ha olunca da oyna jolap payın. O ayının o niyeti. Öresi o da. Çalık değiş, ondan sonra izlüsül değiş. İnimün değeri üzüldüm. May bir ege iyidir. O da 4 milyon 500 bin aşağıdır. Bu Çangız babasının 4 milyon aşağı öğretildi. 4 milyon 500. O sonra o değil mi? Koca olup durabilir şey. Vika'nın böyle de o da 300 söze düştü. Çünkü deploda gevesleri. Deploda yüzük. Garaçe vadavla deploda onu kotenin mettir. O bataryalar da ötürür. Çalıyordur. Öğretildi isteden. Onu söyleyip şalar kreves, töleves kreves şey bu usturuyor. Sen sandın mı? Dalda nakap lesa görmeden var. Так она здесь стояла, говорила, за капремонт каждый год там сдаем. А это капремонт, это что? Капремонт? Какой резинковый индирен, видишь? Она капремонт сдает. Ну вот она идет. Вот это типа тепло, да, весь там пескойлар разало, свет. Мынтык чарбылык ажгынар чугле бове сыганды кыл. Амбо жөдө эчтең ана деп туралар. Омана бийик айдан айбыз. Митте хорын жан эки кышта бар ажгысы. Gözden çayladır da limon batırılıyor. Мы просим жителей коллективно, пусть нам заменят смеситель за свой счет. В ванну и в кухню. У меня нет денег, у меня 4 детей. Дедушка инвалид, она пенсионерка. Она полпенсии отдает за квартплату, полпенсии у нее остается там на продукты. Мы хотим, чтобы... Пусть они нам возвещают так. Хотя мы будем коллективно подавать в суд на моральный, материальный ущерб. Ну, это ваше право. Да, мы будем подавать. Мы собрали ролик, к нам вышел 8 канал. Мы на 8 канал вот будет представлять полный иск. Да, это ваше право, да. Моральный, материальный ущерб. Ну, вообще работаете с начала 80-х в Шагонаре, нет? Я-то? Ага. Я нет. Я по-русски. Ну, а здесь у вас дом на земле, наверное, вы же... Да. Лучше же на земле жить. Наверное. Расселить вот эти дома страшные. Правда? Страшные. Страшные, конечно. Заходить страшно. Но люди бы сидели у себя с коровами, с поросятами на земле, никаких проблем бы не было. Через интернет мы сантехников называем.
влияние на окружающую среду на сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнений. Повышение влажности воздуха в нашем регионе улучшает условия жизни для человека. С четверга стоит монтаж шагана. Дом, который мы должны были сдать уже, под жителей, которые затапливаются, мы не можем закончить плотницкие работы. Они нас поставили во вторую очередь. Я сейчас сниму чуть-чуть только, чуть-чуть, минуточку.